ну, сюрпризом для нагайцев становится то, что в том числе и, допустим, среди татар и других тюрков вдруг появляются обвинения, что вы вот московские, там, промосковские, что вы там наше тюркское единство предаете, вы предатели и так далее, и так далее. То есть вот очень интересно быть проказахским, значит, нормально, а быть собственным пророссийским – это очень плохо. Вот, то есть такая вот есть тоже очень интересная тенденция. Вот. Относительно групп, вот я еще хотел бы один момент и, наверное, на этом закончу. То, что происходит сегодня, например, с такой очень интересной группой нагайского происхождения, как юртовцы. Они до 30-х годов были нагайцами, и государство их записывало нагайцами. В 30-е годы вдруг решили их записать татарами. 70 лет преподавался татарский язык. Вот. Сегодня многие юртовцы стали говорить о том открыто, что они нагайцы. Нет, мы не татары. Вот. И это вызывает какую-то очень нервную реакцию. Очень нервную реакцию. И я вижу здесь параллели вот как раз с Башкортостаном, из башкирской вот этой вот истории северо-западных башкир, потому что та же самая история у юртовцев свой диалект. Очень интересный, он нагайский в основе, вот, но другой диалект свой, особый. И какие-то там головы такие горячие предлагали, так, юртовцам надо на литературный нагайский язык переходить. Но вот эта вот история, кстати, которая здесь была в Башкортостане, она очень многому научила ребят вот из этой сети. И ребята пришли к решению, что на самом деле юртовский диалект и вообще все диалекты нагайцев, которые широко распространены по России там и в мире, они должны признаваться равными. И никто не должен навязывать литературный язык. То есть надо будет, придут к литературному языку. Но диалект имеет такое же право на существование, то есть и никто не имеет права юртовцам на основании того, что они говорят не так, предъявлять претензию, что они не нагайцы. То есть идентичность в первую очередь, а язык уже потом. Вот. То есть вот это вот очень интересная история, очень интересный подход. И я хочу сказать что вот нагайский дискурс развивается дальше, и он очень такой динамичный, и, конечно же, вот дальнейшее изучение, я думаю, будет очень полезным. Спасибо огромное. Я все. Большое спасибо, Ахмед Аминович. Пожалуйста, вопросы? Если есть, если нет, то... Генебаева Гульназарова, кандидат исторических наук, академик НАУК. У меня вопрос такой, Ахмед Аминович. Очень интересный доклад, спасибо большое. Вопрос касается соотношения численности нагайского населения, владения населением родным языком, и как меняется в результате переписи как бы, признание родного языка в качестве нагайского и, допустим, признание какого-то другого языка в качестве родного языка, как это, как бы сказать, коррелируется с численностью населения на протяжении, скажем, 20 века. Есть ли у вас такие исследования? То есть здесь можно проследить, как язык влияет, как признание нагайского языка своим родным языком влияет на идентичность этническую. Спасибо огромное. Вот я не зря коснулся вот этого вопроса насчет юртовского диалекта. На самом деле, все эти, скажем так, потрясения 20 века очень сильно влияли на вот эту вот историю с тем, что идентичность должна быть в первую очередь. Потому что в Дагестане же была история с тем, что вот тех вот самых нагайцев, которые жили среди кумыков, решили приписать к кумыкам. И в школе преподавали кумыкский язык. И в конечном итоге получилось, что они говорят на кумыкском языке, но кумыками быть не захотели. То есть они вот упорно продолжали писаться нагайцами. И в Дагестане вот мы привыкли к тому, что да, вот есть в Бабаюртовском районе нагайцы, и в севернее Махачкалы есть нагайцы, которые говорят на кумыкском языке. Но они себя считают нагайцами, то есть они не хотят себя считать кумыками. Но то же самое вот с юртовцами и с карагашами, кстати. Карагашей и юртовцев, их всех вместе под 70 тысяч.
То есть вот по переписи последней 106 тысяч нагайцев, а тех, кого записали татарами, около 70 тысяч. И они их обучали татарскому языку литературному, но они продолжают говорить на своих диалектах. То есть сохранились карагашский диалект и юртовско-ногайский диалект. Сохранились. Но они не говорят на литературном языке тоже. То есть для нагайца, который приезжает, который обучался на литературном языке, приезжает туда, язык абсолютно вот для их слуха непонятный. То есть понятно, что основа нагайская, но уже другая речь. Да? Ну вот. Поэтому для нагайцев не столь важно даже на каком языке человек говорит. Есть вот, например, там же в Астраханской области село Малый Орал, в котором нагайцы говорят на казахском языке уже. То есть они ассимилированы в языковом отношении. Но они продолжают... То есть они в результате по материалу переписи они считают свой родной язык Казахский, да. нагайским? Нет, они считают... Дело в том, что их язык по факту, вот там где-то я не знаю, наверное, под 20 тысяч на кумыкском языке говорящих нагайцев. Да? Ну, это огромное количество тех, которые вот обучались татарскому. Да? Есть те, которые говорят на казахском языке. То есть язык, здесь продвигается сейчас идея, что язык это не столь важно. То есть очень важен нагайский литературный язык. Но сейчас для того, чтобы пересобрать народ, не нужно педалировать вопрос языка. Нужно, чтобы у людей была крепкая идентичность. Вот нагайцы в Дагестане, например, доказали, что у них крепкая идентичность, что они считают себя нагайцами, несмотря на то, что говорят на кумыкском. Вот. То есть вот эта идея сейчас насчет того, что не стоит сейчас прямо на языке делать огромную... Да. Спасибо большое.